В Якутске определили схему расположения стоянок и парковочных зон во время проведения Кубка мира по вольной борьбе среди мужчин. На главное спортивное событие года в Триумфе соберутся около 6 тысяч человек, включая зрителей, спортсменов, тренеров, организаторов, волонтеров и других участников. Всего выделили 6 таких парковочных зон. Для зрителей и болельщиков их 2. Александр Зубехин расскажет далее. Непосредственно у Центра спортивной подготовки «Триумф» будут размещены парковочные зоны для автотранспорта сборных команд участников, тренеров, судейские команды, организаторов, волонтеров и почетных гостей. А для зрителей Кубка мира по вольной борьбе организованы дополнительные парковочные зоны рядом с местом проведения. Центру спортивной подготовки «Триумф» у нас будут закрытая территория, пропускная система будет работать. Будет привлечено у нас порядка 70 единиц автотранспортных средств для организации транспортного обеспечения. Вот такую парковку на 500 мест предусмотрели недалеко от Цейсарского моста. Как видно, она уже готова, снег расчищен, на днях установят соответствующий знак. Во время проведения соревнований территорию будут контролировать сотрудники ГИБДД. Для зрителей также предусмотрели вторую парковку на 300 мест. Ее расположили в зоне пустыря на пересечении улицы Каландарашвили, Белинского, Петровского. В парковочной зоне уже установлены обозначающие знаки. Въезд на парковку будет со стороны улицы Белинского. Никаких там ограждений не будет, въезд будет бесплатный. Зрители, все болельщики могут туда ставить машину, припарковать и подойти в «Триумф». И заранее предупреждаем, чтобы они заранее подходили, потому что очень много людей будет. Надо пройти через досмотровую зону, найти свою трибуну, а также свое место. Во время проведения Кубка мира будет работать специальная диспетчерская служба. Она нужна для координационных действий по транспортному обеспечению перевозок участников и гостей соревнований. Служба будет взаимодействовать с диспетчерами, которые уже работают на предприятиях транспорта. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Якутск.